Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 13 районов Якутии относятся к зоне Арктики. Удаленность от центра, климатические особенности накладывают свой отпечаток буквально на весь жизненный уклад северян. Строительство жилья, социальных объектов и дорог связано со сложной логистикой. Но, тем не менее, облик населенных пунктов постепенно преображается. Как обустраиваются села и города за полярным кругом, об этом и другом мы поговорим сегодня с нашей гостьей Ириной Алексеевой. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие особенности есть у обустройства среды, пространства в населенных пунктах нашей арктической зоны? Ну, конечно же, как вы сказали, климатические особенности накладывают особые сложности на арктические города и села. Сегодня этой проблемой очень уже тесно занимается Миндальвосток развития с Минстроем Российской Федерации. Буквально в этом году для арктических районов разрабатывается России, так называемые арктические стандарты. То есть сможем ли мы обеспечить людям, которые живут в наиболее тяжелых климатических условиях, в наиболее удаленных городах и селах, те необходимые качества жизни, которые есть и в центральных городах. Вот. Сегодня нормативы, например, строительные, которые применяются для тех или иных регионов, они, конечно, районированы, но не настолько предметно, как хотелось бы. Со всей России, собран специальный экспертный совет, который в течение где-то полугода занимался этой работой очень плотно. И мы сегодня как раз находимся на стадии завершения этой работы. Ожидаем внесения изменений, в том числе и в нормативы, и в подходы. Но что касается архитектурного облика, конечно, мы работу ведем здесь независимо от того, как строится работа именно нормативно-правовая. Ну а сегодня преобразование, логично будет предположить, происходит больше всего там, где население ведет себя активнее всего. Привлекается ли в этом случае инициативное финансирование? Но, как мы знаем, у нас в республике вообще инициативное бюджетирование – это очень получившее популярность направление, так называемая программа поддержки местных инициатив, проект «Родные города и села» сегодня, конечно, вызывает большой интерес у жителей всех населенных пунктов Якутии, в том числе и арктических поселений. И наши 13 арктических улусов, так же, как и другие районы Якутии, принимают участие в этой программе. И благодаря этой программе мы благоустраиваем небольшие общественные пространства. Кроме этого, понятно, что города и села могут участвовать и в программе формирования комфортной городской среды. Например, буквально сейчас у нас на стадии завершения 2 крупных проекта в арктических районах по обустройству общественных пространств. Жители Верхоянска, я думаю, уже видят, что там формируется. Сквер Гюян прямо в самом центре небольшого города Верхоянска. А Верхоянск, мы знаем, практически самый маленький город в России, один из самых маленьких. И тот объект, который мы построили благодаря победе города во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», сегодня, конечно, уже на совершенно другой уровень поднимает обустройство этого небольшого города. Также ведутся работы и в городе Среднеколымске, который является одним из 7 победителей от Якутии этого конкурса, и который получил в прошлом году 50 миллионов. Вот сейчас работы тоже находятся на стадии уже такого практически выхода. Мы открывать эту территорию будем в следующем году, потому что понятно, что для северов очень короткий строительный сезон, но работы все максимально в этом году уже будут выполнены и сданы. Скажите, благоустройство общественных территорий вписывается в архитектурный облик населенного пункта? Или здесь есть свои моменты? Здесь как раз, смотрите, мы же понимаем, что особенно в северных небольших поселениях очень сложно сегодня говорить о каком-то уникальном архитектурном облике. К сожалению, в России такая ситуация, что мало уделялось благоустройству и в центральных городах, а уж если говорить об арктических поселениях, конечно, там строилось все довольно-таки по такому принципу, как бы это далеко, и дай бог дать тепло, благоустроенное жилье людям и каким-то образом обеспечить тепло и инженерные коммуникации. Да? Сегодня же, выстраивая, например, как раз работу по благоустройству общественных пространств, они практически являются как бы такой точкой роста. И сами критерии разработки таких проектов, они как раз заключаются в том, чтобы небольшие поселения, благоустраивая эти общественные пространства, получали толчок
пониманию того, как вообще облик развивать. Как бы взаимосвязанные вещи, когда разрабатывается проект небольшого объекта благоустройства, в том числе рассматривается уже и весь поселок. Поэтому, да, можно сказать, что огромное влияние имеет именно вот сегодня возможность получить финансирование на благоустройство на последующее развитие архитектурного облика этих небольших поселений. Вы можете назвать такой практический пример, где действительно происходят позитивные преобразования в арктических поселениях? Ну вот кроме вышеозвученных городов, например, очень плотно мы сейчас работаем с такими поселками, как Оленек, Чукурдах, Тикси, Валенке. Это, наверное, наиболее стабильный из арктических поселений населенный пункт, в котором благодаря активности администрации и жителей уже давно ведутся такие очень серьезные работы по строительству капитальных объектов, по благоустройству. Первый мастер-план арктических поселений разработан именно для села Оленек. Благодаря активности главы поселка Александра Степановича Иванова мы привлекли к этой работе наших московских коллег, архитектурное бюро «Осадов». Им хочется отметить, что эта работа стала как бы таким пилотом для вообще не только арктических поселений Якутии, но и вообще Арктики России. Кроме этого, мы через наш центр компетенции сейчас разрабатываем мастер-планы поселка Чукурдах и поселка Тикси. Это маленькие поселения, которым, конечно, нужен тоже особый подход. И вот Оленек как раз является примером того, как уже видны преобразования. Вот построены крупные объекты. Сегодня, благодаря мастер-плану, выстроена уже такая система выстраивания общественных пространств. И вот на 2022 год мы уже сегодня на конкурсной основе поселок Оленек, например, выиграл средства на благоустройство сквера имени Александра Степановича Иванова, который станет такой вот, тоже интересной точкой в поселке. И постепенно там и планы по обустройству набережной, по обустройству речки Туманах. То есть это все сказывается именно на том, что мы выстраиваем методологию системного подхода к преобразованию облика городов и сел Арктики. Ирина Дмитриевна, какие должны быть факторы для того, чтобы проект был успешно реализован? Во-первых, это вовлечение людей. То есть все, что мы сегодня обустраиваем в сфере городской среды, в сфере благоустройства, в первую очередь зависит от активности людей. То есть как к этому относятся люди, потому что, как я обычно говорю, мало запланировать что-то, запроектировать, построить, потом еще это надо все содержать и эксплуатировать. И здесь и активность самих администраций, и участие людей, оно должно идти, сопровождать эти проекты от самого начала до конца. И особенно это для маленьких населенных пунктов, небольших населенных пунктов, вообще люди очень активны. И как раз, например, Верхоянск или Среднеколымск, когда участвовал в конкурсе «Малые города. Исторические поселения», российские эксперты отметили активность людей, потому что настолько люди все дружно поддержали этот проект, что вот именно такое участие людей, оно не проходит незаметно. И кроме этого, конечно же, такие критерии, как архитектурный облик, качество архитектурно-планировочных решений. Обязательно мы рассматриваем вопросы экономической эффективности, потому что дело не только в красоте. Общественное пространство, благоустройство, оно должно за собой вести экономику, создание новых рабочих мест. Преобразование городов ведь зависит именно от того, как мы сможем наладить саму экономическую систему. То есть могут ли люди там действительно получить какие-то новые для себя возможности развития, возможности, в том числе трудоустройства. Например, и в Верхоянске, и в Среднеколымске мы построили круглогодичные павильоны. Там появятся впервые современные кафе в этих павильонах, коворкинг-центры, места, где люди смогут собираться и, может быть, и заниматься и предпринимательской деятельностью, обсуждать какие-то насущные проблемы, рождать идеи, творить. То есть вот как раз все эти критерии, они в совокупности определяют качество этих проектов.
Но при этом не должен теряться и национальный момент. Вот, например, в Оленьке есть очень красивая школа в национальном эвенкийском стиле. Может быть, есть еще какие-то арктические поселения, в которых также сохраняется эта самобытность? Да, действительно, вот как раз когда мы говорим об архитектурном облике, о том, что сегодня наши арктические поселения начали преобразовываться, мы сейчас также вот с прошлого года активно внедряем методологию дизайн-кодов для поселений. Это как раз поиск самобытности, вот, той уникальности, которая должна быть отражена во внешнем облике. И школа в Харьялахе, это небольшой, ну, как бы поселок напротив Оленька, они практически находятся против друг друга на одной реке. Ну, можно сказать, что это двубережный такой населенный пункт. Это, наверное, вот результат как раз и работы в том числе наших специалистов управления архитектурой, потому что и проектировщиков, потому что когда мы привыкли, ну, делать типовые объекты, иногда не задумываемся о внешнем облике. И вот когда эту школу, ну, начали прорабатывать, по рекомендациям именно наших специалистов, проектная компания ЛСК «Дом» проработала очень хороший, именно предметно проработанный с точки зрения самобытности и уникальности, отражения арктических элементов и в экстерьере школы, и в интерьере школы. И вот этот бело-голубой фасад, он как бы такой прообраз именно Арктики. И сегодня школьники, дети этого небольшого поселка, ну, с удовольствием осваивают это пространство. Тогда плавно от самобытности перейдем с вами к историческим моментам. Вот, например, если обратиться к истории проектирования северных городов, то могут ли найти воплощение на практике разработки архитекторов, скажем, 60-х годов, так называемый северный проект? Но я думаю, вообще поиски и как бы такие идеи, они всегда должны быть, и они имеют место быть. Например, реализация таких идей есть у нас на примере вахтовых поселков. Построен вахтовый поселок в Анабаре в форме пентагона. Это практически вахтовый поселок, в котором проживает там несколько сотен человек. Они живут в одном помещении под закрытым контуром, и все удобства, они прямо внутри. Там люди и живут, там люди и общаются в каких-то помещениях, которые представляют собой, ну, так называемые центры культуры. В общем, вся жизнь проходит именно в таком закрытом контуре. Опыт показывает, что жители в Арктике не всегда согласны вот с таким обустройством. Но я думаю, это со временем, в будущем, возможно, появятся такие проекты. Они имеют место быть. То есть мы должны обязательно думать, планировать, как такие идеи, как города под куполом. Ну, это же все на самом деле имеет место быть. Или в удачном, вот у нас примеры обустройства теплых переходов. В мастер-плане поселка Оленек, например, мы в центральной части сейчас также предусматриваем теплые переходы из одного объекта в другой, чтобы люди могли, ну, в холодное время, в период ветров, как бы быть защищены от таких экстремальных природно-климатических факторов. И хотела сказать, что при всем при этом все-таки вот есть пример в селе Оленек, когда мы планировали в начале 2000-х генеральный план. Мы как-то вот так вот теоретически предполагали, что в Арктике людям не нужны особо большие земельные участки для индивидуального жилищного строительства. У них нет крупного рогатого скота, нет, ну, как бы больших там каких-то объектов, где они выращивают овощи. Но жители настояли на своем, они сказали, а почему мы не можем иметь большие земельные участки, тем более земли у нас в тундре очень много. И земельные участки площадью там где-то 20-25 соток мы формировали в генеральном плане. И вот прошло уже более 10 лет, и мы видим, что действительно этот генеральный план реализован в полной мере, и люди осваивают эти территории, они живут, ну, и чувствуют себя на своей родине, на своей земле. То есть здесь такие подходы, которые поиски вот, ну, такого будущего, да, каких-то таких прорывных, прогрессивных решений, они должны сочетаться с ментальностью и культурой традиционной тех людей, которые проживают в Арктике. И нам известно, что в ближайшее время состоится фестиваль, который называется «Спецпроект «Истина в Севере». Можете ли нам открыть несколько секретов? Фестиваль – это ежегодный, вообще-то, международный архитектурный фестиваль зодчества, который проходит в Москве. В этом году мы впервые за много лет именно выставляемся регионом, смотр-конкурс регионы. Да? Ежегодно наши проектные компании, архитекторы участвуют в этом фестивале, как правило, отдельными проектами. Вот. Кроме этого, в рамках фестиваля
сами кураторы фестиваля проводят вот такие спецпроекты. И «Истина в Севере» — это очень интересный спецпроект, который инициировала молодая компания, группа «Арктикометрия». Это молодые архитекторы, которые для себя поставили задачу найти интересные решения для северных, именно арктических поселений страны. И в составе этого спецпроекта будет представлен мастер-план поселка Чукурдах, который разработала компания «Новая земля». Коллеги работали очень плотно в течение полугода, выезжали в сам поселок Чукурдах. Они здесь очень предметно изучали особенности. И вот как раз в составе этой работы велась работа в том числе и по вышеозвученным арктическим стандартам, то есть с помощью российских коллег, с помощью коллег из разных наших регионов страны, именно арктических, мы сегодня находимся, опять же, на поиске рациональных, эффективных решений для жизнеустойчивости именно в Арктике. Благодарю вас, Ирина Дмитриевна, за такую интересную беседу. Как знать, возможно, именно архитектура Арктики станет феноменом нового времени. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.